Добрый вечер, уважаемые телезрители. Сегодня мы хотели бы поговорить о философии ингушского языка. Поговорить с человеком, который вроде бы не состоит в каких-то официальных государственных научных учреждениях. Человек, который занимается этим вопросом индивидуально, самостоятельно и имеет свой взгляд на эту тему. Это Кокурхоев Беслан. Добрый вечер, Беслан. Добрый вечер. Беслан, расскажите, как вы пришли к этой теме, к этой работе, что вас подвигло заниматься философией ингушского языка? С детских лет мне мать прививала любовь и интерес к поэзии и к литературе. Она в совершенстве владела обоими языками, ингушским и русским. У нас в доме бывало много и часто стариков по разным мероприятиям. Они говорили на ингушском языке, рассказывали разные предания. И я проникся духом языка. Но постепенно это привело к тому, что я стал видеть некую философию в ингушском языке. То есть вы увидели в ней какую-то особенность, которая отличает ее от других языков? Да, да. В чем заключаются эти особенности? Чем они выражаются? Особенностей там достаточно много, но, конечно, их можно выделить. Вообще вот само понятие философии языка. Каждый народ, живущий на земле, это имеет свою как бы национальную философию. Конечно, и конечно. Язык каждого народа, он является носителем этой культуры, Конечно. а его особенности, места географического, политического, социального уровня развития, Конечно. культурного. И вот именно наш язык, как носитель такой же национальной культуры, имеет свое место в этой философии. Конечно, без сомнения. И вот именно его особенности я бы хотел от вас услышать. Без сомнения. Существуют разные подходы к природе языка. Человек познает две данности: самого себя и окружающий мир. И свое место в этом мире. Да, разумеется. И в этом смысле язык, который оперирует понятиями «я» и «не я», он уже является изначально философской системой, потому что осознание себя и мира уже есть философское начало. Коммуникативные свойства языка, передача информации от одного к другому, мне кажется, появляется уже на вторых этапах. Это как бы вторая функция языка. Более сложный такой уровень. Да. А первая функция языка, на мой взгляд, это все-таки философская функция осознания себя и окружающего мира. В этом смысле любой язык есть некая философская система. В ингушском языке есть свои грамматические, структурные особенности. И он своеобразная философская система, отличающаяся от других языков. Да? Вот если мы понимаем вообще язык как философскую систему некий, то ингушский язык особая, своеобразная. То есть какими-то известными методиками изучения языка его не измерить, да? То есть в любом случае, если мы будем пытаться подводить его под какую-то другую философию или язык, мы что-то потеряем. Что-то потеряем, да? Обязательно. Да, здесь требуется особый подход с учетом этого своеобразия. Изучение философии языка является необходимым, чтобы понять содержание нашей культуры. Вот, мы сегодня владеем ингушской культурой как формой, но не владеем как содержанием. Мы не знаем смысла своей культуры. То есть это связано, видимо, с современными вот тенденциями, влияниями внешних каких-то культур, народов, идей? Конечно, конечно. Это тоже и потери каких-то цепочек, преемственности, передачи информации из поколения в поколение, утрата чего-то. Все в совокупности, все это сказалось на том, что мы потеряли смысл своей культуры. Из-за потери этого смысла мы не можем понять мифологию, не можем понять танцы, не можем понять архитектуру. То есть вот те наши индивидуальности национальные, да, конечно, как наша архитектура, конечно, наши башенные комплексы, наш танец, конечно, они являлись выражением, да, этой философии языка. Конечно, в том числе. Конечно, без сомнения. Вот конкретный пример, если как философия языка позволяет понять содержание культуры. Мы употребляем термин «са» в значении света. Мы говорим «сахул», «садом». Потом мы употребляем этот термин в значении души. Садох. Потом мы употребляем этот термин для обозначения угла строения. Сабы. То есть три значения: свет, душа, угол. Почему? Дело в том, что философия языка нам позволяет понять, что в древнем символизме душа – это маленькое солнце в теле, а солнце – это большая душа мира. Как солнце своим светом освещает мир,
так душа своим сознанием освещает тело. И вот здесь символизм: душа и солнце. Параллельно какой-то. Параллель, да. Душа пребывает в 4 сторонах тела: спереди, сзади, слева, справа. А свет солнца пребывает в 4 сторонах мира: север, юг, запад, восток. И вот углы башни, если мы возьмем квадратное основание, да, углы башни и снутри, и снаружи называется термином «се». Значит, внутренний квадрат башни символизирует душу в 4 сторонах тела, а внешний квадрат башни символизирует свет в 4 сторонах мира. Вот привязка света души к углу показывает, что эта архитектура была связана не просто с культом солнца. Вот башню строили строго за год, была перегрузка. То есть это не окружность была в основании, а то есть даже то, что 4 угла у башни, имеет свой философский смысл. Конечно. То есть форма. Конечно, четыричность. Мы имели возможность построить пирамиду и 3 Да, конечно. то есть А здесь построено именно 4 угла. Именно здесь 4, да. Почему именно квадратное основание у башни? Это объясняет. И привязка к годовому циклу, привязка к свету, все это объясняет. И тогда получается, что культ солнца был не просто культом солнца, а культом солнца души. То есть душа – это символ солнца, солнце – это символ души. И сама архитектура, оказывается, связана не только с культом солнца, так как ее строили строго за год, но и с философией души, с учением о душе. Вот. Дальше мы можем от этого понятия «са» перейти к языку. И вот каким образом? То, что мы называем «се», душа, свет, когда она пробуждается, она обретает сознание «я есть». Когда она засыпает, сознание «я есть» угасает. То есть спящий человек не знает ни о своем существовании, ни о существовании окружающего мира. Поэтому, когда она просыпается, она обретает сознание «я есть». В ингушском языке это выражается 4 предложениями. Да. Собы – «я есть». Сое – «я есть». Соды – «я есть», собы – «я есть». Ну, например, другие существа там, если... Это рода, видимо. Это классный показатель. Они имеют значение «есть». Это... Женский, мужской, средний род. Это не совсем правильное определение. Например, когда мы говорим «боргл-е», это мужское начало, а «кут-ме» – это женское начало. Они оба имеют один показатель «е», хотя это самец, это самка. Это не всегда так. А в некотором случае мы разделяем пол по этим, с помощью этих классов показателей, но они не обозначают пол. Потому что в некотором случае один класс показателей может обозначать. То есть есть исключения своего типа. Да, совершенно есть. А вот, знаете, мне интересует такой вопрос. Вот у нас есть понятие Адам. Адам, да. Да, это как народ, собирательное понятие человечества в целом. Да. И есть имя Адам, Адам. Да, которое первый человек. Да. Основатель всего человечества. Да, есть. Вот какие связи, вот какое слово из них является первичным в нашем языке, какое заимствовано? Или же это из одной категории, как бы из одного, сказать, корня эти 2 слова? В свое время даже на западноевропейской основе существовала целая полемика по поводу происхождения этого слова. Разные подходы, разные чтения. И вот та информация, которую я владею по этому слову, такова. Например, в одних источниках говорится, что термином «адами» арийцы назвали первоначальную человеческую расу, обревшую дар речи. Вот так там говорится. И что именно термин «адами» обозначал человеческую сущность и человечество, но не имя первого человека. И впоследствии, якобы на семитической почве, это слово стало именем первого человека. Вот так там объяснялось это. Я думаю, что когда к нам пришел ислам и принес имя Адам, оно встретилось здесь с нашим термином Адам. Понятием Адам. У нас термин Адам, как человеческое человечество был, имя Адам встретилось здесь. То есть здесь можно сказать, что вот наша история, наш язык сохранил эту категорию, ту, которая вот в религии, в исламе получила свое оформление, в других религиях мировых монотеистических. Конечно. То есть мы как бы несем этот осколок той религии, той веры, которая еще изначально существовала. Фрагментов очень много. По крайней мере, если не монотеистической религии, то философии монотеизма следовало очень много в нашей культуре. То есть наши предки понимали, что существует единый Бог. Был такой Семен Броневский, который написал книгу «Кавказцы», по-моему, 820 год она выходила. И он там говорит, что ингуши
ни мусульмане, ни христиане, они имеют свой древний закон и поклоняются единому Богу Дайли. Ну, он так написал. Да. И их нельзя причислять к идолопоклонникам. То есть он говорит, что они поклоняются единому Богу. Но при этом отмечает, что они не магометане, не относятся и не христиане, к известным тем в то время. Тем временам. Но почитают единого Бога. Понятие о едином Боге у древних ингушей было, хотя религия, может быть, и не развилась достаточно сильно, как, скажем, в исламе. Но понятие это было. И я думаю, что все-таки вот это понятие о едином Боге облегчило приход ислама, единобожия. Принятие ингушами. Да. Это не на пустом месте. А вот все-таки вот к вопросу о вот национальных особенностях, о культуре, вот танец, да, вот мы часто видим, что наши танцоры, они бесподобно танцуя, зажигают публику, но смысл, философский смысл, вот я знаю, в индийских танцах, да, каждое движение, каждый жест несет какой-то определенный смысл, язык, да. Вот я общался с одним своим приятелем, русским по национальности, он говорил, ваш танец похож на полет орла, брачное ухаживание орла и орлицы. То есть резкие движения рук, они как бы символизируют размах крыла. Вот на сегодняшний день этот язык, насколько он реально существует, насколько он может быть расшифрован, понят людьми. А другие говорят, что это охотничий танец, да, вот натягивание стрелы там, и так далее. Я думаю, что все это очень далеко от истины. Есть главные требования в ингушском парном танце, да? Парень является ведущим, девушка ведомая. Это принцип. Они никогда не должны касаться контакта, да, не это принцип. Парень имеет право на резкие динамичные движения, а девушка не имеет их права. Это, скажем, 3 особенности ингушского танца. Если мы перейдем в область философии, то это можно объяснить так. Сейчас же наука признает, что существует бессознательные и сознательные полюса психики. А бессознательное – это активная и ведущая часть. Сознательное – это пассивная и ведомая часть. Вот. Значит, парень... То есть инстинкты и как бы сознательные... Не инстинкты, именно психика. Это не инстинктивные вещи, это психологические вещи. Вот психика сама делится на бессознательные и сознательные полюса. То есть разные структуры психики. Вот бессознательная часть, она ведет, ее символизирует парень. Сознательная часть, она ведома, ее символизирует девушка. Наша задача на сегодняшний день восстановить это духовное содержание. Да, вот мы часто говорим «эздил», культура теряется. Да? Конечно. Наша молодежь, каждое поколение, стареющее, взрослеющее, оно вспоминает свое время как более строгое время, более, когда придерживались строже правил. И восстановить, вернуть это наполнение культуры, понятия, то есть чтобы человек, который поступает красиво, поступает правильно, чтобы он сознательно понимал, что он делает не только правильный жест, но и какой-то философский ход, который в целом отражается позитивно и на народе в целом, и его месте в этом народе. Конечно. Первое, что должен человек иметь, это содержание своей культуры. Вот. Он может получить высшее образование, он даже может стать доктором наук, академиком может стать. Но если у него нет содержания своей культуры, он не состоялся вполне как личность. Пока у нас не будет восстановлено содержание нашей культуры, мы не будем иметь собственного смысла. Что мы из себя представляем. Свое место в этом. Свое место. И мир не будет нас понимать. Он будет смотреть на нас. Видеть форму, но не улавливать содержание. Не улавливать содержание. В интервью профессора Капицы, это ведущий передачи, помните, наверное, очевидно невероятно, ему задали студенты такой интересный вопрос. Что важнее в науке, понимание или знание? Вот две разных понятия. Человек, который обладает знаниями, но не понимает их, то есть зазубренный, да, он не в состоянии ими пользоваться. Человек, который понимает, но не имеет достаточно знаний, он не в состоянии тоже какой-то процесс довести до логического завершения. И все-таки Капица ответил, что в первую очередь важнее понимание, но оно должно быть основано на знаниях. То есть это как бы взаимосвязанные вещи, где первичное все-таки понимание. Конечно. У нас есть информация о своем народе, о своей культуре, традициях, знания, но нету
полного понимания этих вещей, видимо, так, да? Нету, да. Вот именно. Да, вообще понимание это предзнание, да, оно даже предшествует знанию. Можно что-то понимать, даже не Чувствовать, зная. ассоциативно улавливать. Да, вот именно здесь как раз-таки проблема упирается в то, что мы унаследовали огромное количество фактов, элементов языка, культуры, а смысла их не знаем. Термин «сэ», я сказал, он показывает, что архитектура была связана с философией души. Но это же также и термин «света» обозначает свет, и различные обозначения чувств в ингушском языке «саготдо», «сатуса», «сахуса». Это можно перевести в терминологию физики и прочесть по-другому. Например, «саготдо» – сужение света. А сатус – это пучкообразное, скачкообразное движение света. Сахус – спирализация света. А салуац – это некие ловушки, ухватывающие движение световых потоков. То есть здесь и психические свойства описаны, и физические свойства описаны. В понятии душа даются психический процесс, в понятии свет даются физический. И если сегодня раскрыть вот это содержание языка, может быть, мы сможем подойти с ингушской точки зрения к квантовой физике. К законам физики, которые уже открыты известными учеными. Да, потому что свет – это основа космоса. Нас, даже когда мы видим и не видим, когда темно или светло, нас окружают световые волны. Да. В самой мрачной тьме космоса световые волны. Электромагнитное излучение, да, да. Разного спектра. В том числе и неулавливаемые глазом. Конечно. Или если, например, мы возьмем этимологию термина «сигли» и разобьем его на две части. «Са-игли», да, прочтенно, то «игли» – это вибрации, колебания, а «са» – это свет, да. Световая волна, да, можно как-то понять? Вибрации, колебания световых волн, да, светового начала. Но мы помним по физике, что движение света, оно волнообразное. Конечно. То есть здесь можно как бы тоже это... Конечно. И наши предки обозначили небеса понятием вибрации света, са-игли. То есть они фактически опередили квантовую физику, потому что вибрация – это первоначальное и неистощимое движение. Вибрации пронизывают все сущее. И вот наши предки уловили, что космос пронизан вибрациями. Вибрации эти идут в неком световом лоне, световом пространстве космоса. Это правильное обозначение. Это раскрытие этого термина целая философия. То есть астрофизика фактически. Да, не просто астрономия, а даже астрофизика получается. Вот таких вещей при изменении взгляда взглянуть по-другому очень много. В языке можно обнаружить очень много, да? Очень много. Беслан, я вот знаю, что вы помимо того, что занимаетесь вопросами философии, вы еще и поэт. Не могли бы вы нам процитировать какое-то из своих произведений, которое, вот, может быть, в какой-то мере бы отражало то, о чем мы сегодня говорим? Стихов у меня написано много, есть длинные, большие, поэмы и так далее. Но когда я был в Джайрахе и ходил по горам, у меня возник такое четверостишье, посвященное ингушам. Если хотите, вот, да, конечно. Пожалуйста. Вершины гор, вершины наших душ, что не гора, для духа вечный трон, и небом коронованный ингуш здесь царствовал свободой окрылен. Вот такое четверостишье. Беслан, благодарю вас за участие в нашей сегодняшней передаче. Уважаемые телезрители, хочу напомнить вам, что сегодня в гостях у нас был философ, поэт, человек, имеющий свой взгляд на многие научные вещи. Это Беслан Кокурхоев. Бездел Харшин.